На шахматный турнир, приуроченный к празднованию Дня Победы и независимости Абхазии, к нам в республику приехали спортсмены из итальянского города Триеста. Кто стал инициатором поездки? Как сыграли на турнире участники из Италии? Какие впечатления от пребывания здесь они получили? Побеседую с нашими гостями из Италии, президентом Академии шахмат Триеста Массимо Варини, а также советником посольства Абхазии в России Каном Таня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Добрый вечер, здравствуйте. Buonasera a tutti. Красиво звучит. Итак, каким образом получилось так, что вот к нам, да еще в дни празднования Победы и независимости Абхазии, приехала делегация из далекой Италии? Какие обстоятельства этому помогли? Ну, я могу рассказать, да, всю предысторию. Вот, значит, как вы уже знаете, в Италии с 2016 года функционирует дипломатическое представительство Абхазии. Ответственными за работу этого диппредставительства является посол по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гритани и непосредственно я. Вот, и мы проделываем работу, направленную на популяризацию объективной информации об Абхазии в Италии и странах Евросоюза. Результатами этой работы являются в том числе визиты вот таких делегаций, небольших, иногда побольше, итальянцев в Абхазию по разным тематикам в разных сферах. Вы переведите мой вопрос? Конечно, переведу, да. Praticamente la domanda è come mai siete venuti qua, siete giunti qua dalla lontana Italia appunto per festeggiare la vittoria, il giorno della vittoria dell'indipendenza di Abkhazia? Ну, давайте спросим у нашего гостя. Вот, скажите, пожалуйста, насколько ожидаемой или неожиданной была поездка вот сюда, в Абхазию? Что-то вы раньше знали о нашей стране? Или же вот как-то впервые узнали от нашего посла в Италии, скажем так? Allora, quanto sorprendente era il viaggio in Abkhazia? Se prima magari avevi mai sentito parlare dell'Abkhazia o era la prima volta che sentivi? E come sei venuto a conoscere l'Abkhazia? Grazie. Sicuramente conoscevo la storia dell'Abkhazia perché sono sempre stato informato un po' sulla geopolitica. Ho conosciuto però in particolare questa realtà grazie casualmente al figlio di Giorgio Deschi di Trieste, la mia città, che è un mio allievo di scacchi. Да, значит, я, естественно, до этого слышал об Абхазии, потому что интересуюсь геополитикой, но так получилось, что я познакомился с Абхазией лично, да, вот через сына Джорджо Дески. Джорджо Дески, в общем, мой друг, и его сын у меня в Академии шахмат тренируется, занимается, и через него я, ну, это такая интересная история, я познакомился с Абхазией. Расскажите. E questo signore mi ha presentato in occasione di una conferenza a Trieste l'ambasciatore Vito Gritani, il quale, sapendo della mia storia scacchistica nei paesi balcanici, ex Jugoslavia, ex Unione Sovietica, mi ha proposto subito, e il mio spirito di avventura, i viaggi, l'amore per gli scacchi mi ha portato a decidere di venire qui. Страна души прозвучала, да? Нет. Связано, да? Да, не страна души, но, значит, на одной из конференций, которую организовывало диппредставительство в Триесте, да, посвященной Абхазии, так получилось, что, значит, Вито Гритани, наш посол по особым поручениям, познакомился лично, вот Джорджо, его друг Джорджо, да, и вот познакомил Вито с Массимо, и, соответственно, оттуда и родилась идея посетить Абхазию, приехать на какой-либо турнир, так как Вито узнал, что он шахматист, сказал, что у нас действует федерация шахмат, школа есть, и пригласил его посетить Абхазию, учитывая его дух путешественника, он очень много путешествовал, ездил играть в шахматы в Югославию, в страны бывшего Советского Союза, еще во времена СССР в Советский Союз ездил. Поэтому он с удовольствием принял приглашение, и вот сегодня он, эти дни, вернее, он находится здесь. Ну, особо так не знал об Италии, как я понимаю, да? Об Абхазии. Об Абхазии, конечно, не об Italia. Sì, però praticamente non avevi sentito parlare dell'Abkhazia, ma non conoscevi bene ovviamente il background. No, la realtà come l'ho vista in questi giorni non la conoscevo. Teoricamente seguivo un po', dopo il crollo dell'Unione Sovietica, tutta la storia, insomma. Да, вы правы, не был знаком хорошо с тем, что происходит в Абхазии. С Абхазией был знаком только исходя из хроники
хроники геополитических новостей после распада Советского Союза, потому что интересовался своей профессией, шахматами, и, соответственно, так или иначе попадались какие-то новости. Ну, давайте тогда перейдем к теме той, которая касается вот пребывания здесь уже непосредственно. Интересно, что... Про турнир еще поговорим Да. отдельно. Что успели наши гости увидеть? Вообще, сколько человек приехало? Кто эти люди, скажем так? Мы, к сожалению, вот в нашей студии не смогли бы всех вместить, поэтому не всех позвали, скажем так. Вот. И интересно, кто это такие и что uspeli увидеть, посмотреть у нас. Allora, praticamente purtroppo non abbiamo potuto invitare tutta la delegazione, visto che non ci sono più sedi, non ci sono più posti, però sappiamo che è una delegazione composta da più persone, quindi se potete dire quante persone sono, chi sono, che cosa rappresentano e che cosa avete potuto già vedere, visitare in Abkhazia, se avete visto qualcosa, se avete avuto il tempo insomma, di andare in giro e vedere qualcosa. Visti i tempi abbastanza stretti per l'organizzazione del viaggio, sono riuscito a portare un mio allievo, Raul Oswald, che è un bravo ragazzo di talento. E poi ci ha portati, già esperto di queste zone, Giorgio Deschi, che è il presidente dell'OLT, che è un osservatorio libero di Trieste che studia proprio i popoli che hanno, diciamo, delle difficoltà per riconoscere l'indipendenza. Да, и учитывая то, что у нас было на самом деле не так много времени, чтобы подготовиться к поездке, у нас делегация небольшая, у нас всего 3 в этот раз, но в будущем надеемся, что у нас будет больше. И у нас в делегации, значит, член моей академии шахмат, в которой я являюсь руководителем, это Раульд Освальд, его фамилия. Он молодой парень, талантливый игрок. Вот. И еще Джорджо Дески. Джорджо Дески возглавляет общественную организацию «Обсерватория свободного Триеста». Это организация, которая изучает как раз-таки страны бывшего Советского Союза, евразийское пространство и права народов на самоопределение. Это конкретно организация, которая занимается этими вопросами. Вот мы в таком составе приехали сюда. Ну и что успели здесь увидеть? Во-первых, насколько насыщенной была программа, вот интересно. Как она составлялась? Обсуждали ли, что они здесь увидят, что они здесь услышат, куда пойдут? Или же вот просто организаторы придумали и вот, скажем так, перед фактом поставили? Quanto, diciamo, che cosa siete riusciti a vedere già in Abkhazia? A visitare, a vedere? E quanto intenso era il programma, se il programma stesso era concordato con voi o magari voi, cioè, oppure voi siete venuti come ospiti sapendo che andrà tutto bene e vi siete proprio lasciati andare, lasciati proprio liberi? Ci siamo fidati sicuramente del signor Vito, che ci ha dato il programma pochi giorni prima della partenza. Ma sicuramente io mi sono informato un po' sul popolo abcaso, ho visto che l'ospitalità è uno dei principi che guida questo popolo e poi mio padre, che era un capitano di marina, viaggiava a tutti questi mari, mi ha sempre detto che sul Mar Nero c'è gente molto ospitale, che è molto simile a noi, e ho trovato infatti una geografia e un popolo molto simile a quello di Trieste. E cosa avete visto già? Abbiamo visto sicuramente la parata militare in occasione della festa dell'indipendenza e mi ha colpito per questo amore e per la propria nazione. Mi ha colpito e mi ha commosso il ricordo dei caduti e sicuramente poi le bellezze naturali, il teatro, i balli, la musica, le grotte, simili a Trieste che abbiamo i fenomeni карсичи con i fiumi sotterranei. Да, на самом деле, так как мой отец был моряком, он мне всегда рассказывал, что здесь на Черном море живут люди, он много путешествовал, он говорит, у Черного моря живут очень доброжелательные, гостеприимные люди,
И я вот впервые прибыл на Черное море, и на самом деле подтверждаю все это, нас очень радушно приняли. Мы полностью доверились организаторам, и Вито Гритани нам прислал программу пребывания там за пару дней до нашего прибытия, но он с нами ее не согласовывал, он прислал готовую программу, сказал, вот будет ваша программа, мы с удовольствием ее приняли, приехали, мы поучаствовали в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы и независимости Абхазии, посмотрели на парад, посмотрели, как люди под дождем возлагают венки, несмотря на проливной дождь, все равно было очень много людей, они все шли почтить память героев, нас это очень сильно впечатлило. Далее мы в этот же день посетили концерт, посвященный Дню Победы и независимости Абхазии, увидели национальные, значит, традиционные танцы, песни послушали. Нам все это очень понравилось. Мы увидели связь поколений на сцене, как детишки танцуют, как взрослые танцуют. И это для нас все показалось очень необычным, но при этом очень сильно впечатлило. И мы видим, что у вашей страны есть очень большая энергетика в целом. Кстати говоря, президент Федерации шахмат Абхазии Константин Андреевич Тужба прислал такое небольшое видео мне таким частным образом, где наши итальянские гости, 3 человека, идут по набережной и поют песни. Что-то про итальянских партизан. Кстати, вот интересное видео. То есть было время не только как-то вот какие-то вот в, скажем так, мемориальных, торжественных мероприятиях принимать участие, но и вот просто погулять по улицам. И вот в этой связи хочу спросить, вот у нас здесь такое бытует мнение еще с Адриано Челентано, старых фильмов, что мы очень как бы схожи народы, да, такой же южный темперамент, такие же обычаи, скажем так, где-то в чем-то, да, пересекаются. Вот что вы думаете по этому поводу? Allora, praticamente dice Konstantin, il presidente della Federazione Scacchi Abkhazia, le aveva mandato un video dove voi in 3 camminate per lungomare e cantate del partigiano Portami via, probabilmente, no? Sì, sicuro. Sì. Allora, dice che veramente si è quasi commossa perché era bello ed importante che voi venite qua non solo per partecipare a degli eventi importanti, ma anche semplicemente di camminare, di vedere il paese, che gli altri, cioè i nostri connazionali, vi vedono a voi, e così diciamo c'è questo scambio culturale, no? E poi dice che c'è questa opinione che i nostri popoli sono simili. Se secondo te è vero, o è vera questa opinione, è giusto oppure no? È giusta nel senso che come città di mare e come geografia, come dicevo, siamo molto simili. Come popolazioni, anche come mentalità, però c'è logicamente qualche differenza. Trieste ha un'aspirazione italiana, ha avuto anche tantissimi anni di impero austro-ungarico, quindi è un attimino più formale. Voi siete molto più energici, molto più diretti, molto anche più sinceri in certe cose, ma физикamente nel cuore noto una similitudine. Да, я считаю, что мы действительно похожи, у нас много общего. Ну, могу подчеркнуть некоторые различия, да, допустим, в характере. Мы северные итальянцы, а Триесте все-таки такой город, который был очень долгое время под Австро-Венгерской империей. Это повлияло на него, да, то есть мы более, ну, скажем так, более закрытые скорее, а вы более... не Сицилия. Да, вы более энергичные, более открытые и даже, я бы сказал, более искренние. Вот, и в этом смысле слова вот такая небольшая разница, но если брать остальную часть страны, да, то да, вы схожи больше с южной частью. И еще есть схожесть внешняя, физическая. То есть внешне очень многие люди, мы здесь их замечали, похожи на наших. Понятно. Ну, все-таки хотелось бы, чтобы рассказал наш гость непосредственно вот от Абхазии, от пейзажа, да, они
во-первых, похоже, не похоже, может быть, есть разница. Понятно, может быть, в уровне какая-то разница, да, там, ну и так далее. Вот что он может, какие впечатления остались вот чисто на, ну, таком вот уровне восприятия, да? Allora, le interessa la tua percezione del paesaggio, del livello della vita. Se il paesaggio lo trovi simile o uguale magari, e se diciamo in generale il paese, la città, cioè come l'hai percepita, no? Come l'hai sentita, che sensazioni hai avuto? La domanda è molto importante, quindi io sarò sincero. Forse non dirò tutte le cose comode e diplomatiche, perché ho notato sicuramente un desiderio pratico di ricostruzione rispetto all'Italia e Trieste, che in questi ultimi anni è diventata una delle attrazioni turistiche, posso dire europee se non mondiali, e sicuramente qui c'è bisogno di ricostruire un po' la periferia, di perfezionare alcune cose, l'industria del turismo, la qualità di alcuni servizi alberghieri, ma il popolo l'ho percepito veramente energico, motivato, e i giovani ragazzi degli scacchi li ho visti molto aperti, mi hanno parlato un po' in inglese, e le ragazze molto più coraggiose, i ragazzi timidi, le donne giovani molto coraggiose, con desiderio di confronto, e sicuramente c'è un futuro che può recuperare questo gap di un decennio, perché sicuramente la vostra storia, la conoscete meglio di me, ha frenato lo sviluppo del paese. Да, я должен сказать, что произнесу сейчас, может быть, не очень удобные и дипломатические фразы, но, по крайней мере, я буду искренен с вами. Я увидел, что периферийные зоны нуждаются в обновлении, в реновации, в реставрации, в реконструкции, в конце концов. И, конечно, с этой точки зрения нужно еще поработать. И, естественно, здесь ничего нового я вам не сказал. С точки зрения развития туризма, у вас очень много объектов, мы видели там и когда ходили, и когда проезжали, но уровень сервиса еще нуждается в обновлении, в улучшении, и в том числе гостиничного сервиса, обслуживания. И это все возможно сделать только тогда, когда есть мотивированный народ. И я увидел очень сильный и мотивированный народ. У вас абсолютно от мала до велика, со всеми, с кем мы общались, все очень позитивно настроены. Молодые ребята у вас очень талантливые. Вот я беру пример с тех, с кем сегодня пришлось встретиться во время турнира. Молодые совсем ребята, очень умные, очень вдумчивые, очень смелые девочки молодые. Они даже были смелее, чем ребята. Они с нами общались и на разных языках. И нам очень понравилось, как они действуют. Даже у нас там несколько девушек очень хорошо играли и обыграли даже одного из членов нашей команды. Вот, приятно. И, соответственно, я уверен, что у вас впереди большое будущее, потому что очень мотивированный народ. Вот как раз хотела спросить, может быть, вы уже отчасти ответили на этот вопрос, по поводу того, насколько интерес к шахматам здесь, в Абхазии, вот высок у детей, молодежи, не знаю, просто у людей. Quanto secondo te è alto l'interesse verso gli scacchi qua in Abkhazia? Sicuramente molto alto, in proporzione agli abitanti, al numero degli abitanti. Ho già capito, come mio studio di campione statistico, questo torneo i giovani hanno un livello molto buono. Я должен сказать, что, видимо, интерес высокий, потому что, учитывая соотношение населения и количество участников в турнире, я могу сказать, что интерес высокий. И более того, уровень подготовки самих игроков очень высокий. Потому что мы с ними поиграли, и было очень сложно. То есть хорошая была конкуренция, сильная. Quindi c'era una bella concorrenza negli scacchi quando avete giocato? Sicuramente c'era una bella concorrenza, e si vede che c'è la tradizione
tipica dell'Est Europa, dove gli scacchi sono sempre stati una grande cultura. Да, и была очень сильная конкуренция, это естественно, потому что мы все знаем, что в Восточной Европе всегда школа шахмат всегда была сильной, традиционно сильной, и это мы сегодня в этом просто убедились. Мгм. А итальянцы, наши гости, кто-нибудь что-нибудь выиграл на турнире? E se magari cioè qualcuno di voi ha vinto qualcosa, avete vinto il torneo o no, come è andata? Ma diciamo che sicuramente ci siamo difesi bene. Il mio allievo Raul è riuscito a fare il 50% del punteggio, che è la soglia per la dignità e per portare la bandiera a casa onorevole. Io sono riuscito a fare qualche punto in più, ma ormai sono un giocatore in pensione, sono un istruttore nella mia nazione, però mi piace ancora giocare per tenermi attivo. А он говорит, у нас, значит, мой ученик, да, который у меня в Академии шахмат, он, по сути дела, на 50% хорошо выступил, да, то есть он достойно выступил и смело, с высоко поднятым флагом вернется домой, то есть не опозорил нас. У меня получилось выступить получше, там, по сути дела, 5 из 7 он выиграл партии, и поэтому, но он является уже преподавателем, тренером, да, то есть он больше тренирует, меньше играет, потому что он на пенсии уже как игрок, но он как тренер, поэтому в любом случае это хороший опыт. Спасибо. Хотела уже к вам непосредственно, Да. Кан, обратиться. Насколько вот в наше время непростое, мы сами знаем, да, действительно, когда вот европейские страны закрыты и так далее, насколько сложно было организовать или не было никаких препон, и все понимали, что люди вот едут на турнир, шахматы и так далее. И вот очень интересно, как бы вы вообще оценили значение вот такого взаимодействия, да, в спорте, там, просто в каких-то совместных мероприятиях и так далее? Да, было сложно, потому что сейчас не буду рассказывать про геополитическую обстановку, да, про все, что связано с восточной частью европейского полушария, да, и все прекрасно знают, что в эту часть мира, как-то сейчас неблагоприятно летать, мало ли что произойдет. И все читают новости, все видят, как бы, да, и очень сложно людей сейчас чем-либо привлечь. Но, как видите, итальянцы, они во все времена были путешественниками, первооткрывателями, исследователями. И вот мы, в принципе, ищем таких людей, общаемся с такими людьми, которые готовы, которые смелые, готовы рисковать в каком-то смысле слова, потому что, в нынешней ситуации это действительно сложно. Были еще и другие люди, которые согласились бы приехать, но, учитывая, опять-таки, сложную ситуацию, они решили не рисковать. Вот. Но, на наш взгляд, такие мероприятия, маленькие шаги, они приводят, в первую очередь, к дружбе. А через дружбу уже узнается история народа, быт, традиции и, в конце концов, сама страна. И мы именно нацелены на том, чтобы такими вот небольшими шагами постепенно распространять информацию об Абхазии в разных сферах, будь то шахматы, будь то другой вид спорта, культура. И постепенно, уверены, это принесет свои плоды, уже приносит свои плоды, уже об Абхазии знают, не вся Италия, не будем преувеличивать, но уже знают. Вот даже Массимо говорил, что он еще до этого уже слышал об Абхазии. И это все результат того, что вот так вот по крупице мы распространяем объективную информацию, хотя есть и противодействие, намного больше негативной информации, да, но тем не менее мы работаем, делаем все, что от нас зависит, и уверен, в скором будущем все-таки это будет давать свои такие серьезные плоды. Какие еще шаги планируются? Вот уже сказали о том, что, возможно, будет еще поездка, Да. приезд к нам сюда вот из Италии. Да. Может, тоже шахматистов, может, еще, не знаю, других спортсменов и так далее. Да. Планируется? Да, у нас есть уже конкретные планы. Sta facendo domande a me. Sì. У нас есть в январе конкретный план. Уже поедет наша группа шахматистов, поедет к Массимо, к ним в Академию шахмат, Да. и они их будут принимать
на аналогичном турнире, покажут город, расскажут про историю. То есть это уже начинается взаимодействие, а из него уже может родиться что-то еще большее, может на другой вид спорта перейдем и так далее. То есть вот она уже вот сотрудничество непосредственно с Массимо и его академией на глазах. Вот, по сути дела, рождается. Ну, наверное, мы сейчас уже будем прощаться. Буквально несколько, полминуты. Я бы хотела, чтобы Массимо какой-то какой-то резюме, какую-то оценку этой поездки бы нам сделал. Concludiamo, giusto 30 secondi, il tuo esito generale, il riassunto generale di questa missione che avete fatto, no? Tipo un tuo augurio anche magari. Sicuramente questa è stata una missione scacchistica molto significativa, perché è un momento in cui potevo anche stare a casa da un punto di vista formale, ma ho preferito dare la mia solidarietà a un paese che sicuramente dovrà incontrarsi anche dal punto di vista ufficiale. Да, это в любом случае очень важная миссия. Для нас она важна. Мы узнали для себя что-то новое, новый опыт, новая страна. Мы могли быть дома, просто на диване лежать, да. Но вот... Спасибо. Да. Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что мы говорили с президентом Академии шахмат Триеста Массимо Варини, а также советником посольства Абхазии в России Каном Тани о том, как прошел в Сухуми шахматный турнир, приуроченный к празднованию